какое состояние социальной сферы в Бурятии? Ну, это вопрос, как из анекдота. Как-то Марию Кюри спросили на банкете: расскажите мне все про физику. Ну, вообще, если сказать вот мои самые, так сказать, сокровенные мысли по этому поводу, мне кажется, идет негативная тенденция в отношении образования, социальной защиты и всей социальной сферы. Негативная тенденция, скажем так, секвестирования, коммерциализации и перевода этой сферы на какую-то, знаете, такую какую-то бездуховную, какую-то коммерческую основу с целью экономии государственных средств, но при этом теряется очень многое. Например, когда-то у нас был маленький интернат в каждом селе Бурятии. И пожилые люди, которые остались без присмотра, они жили в своем селе, только в другом доме. Ну, например, по 10-20 человек. И они как бы не теряли связи со своей родиной, были недалеко от родных могил и питались той же самой пищей, видели те же самые пейзажи. И вот когда произошла оптимизация, так сказать, то всех пожилых людей поселили в 2-3 больших интерната, что на них очень плохо сказалось. Хотя были причины очень веские, там пожарная безопасность, там экономия средств и так далее. Но понимаете, вот когда вот такая идет коммерциализация социальной сферы, то очень много теряется в таком именно вот в человеческом плане. Если в общем сказать, то же самое про образование можно сказать, то же самое про культуру и про здравоохранение и про социальную защиту. Мне кажется, мы куда-то не туда идем. Самые лучшие наши достижения мы теряем год за годом. Да, хотела отдельно спросить, как живут вот старики, дети и инвалиды в Улан-Удэ, в Бурятии? Ну, это очень тоже большой вопрос. Старики это отдельно, дети отдельно, инвалиды это отдельно. Инвалидов в Бурятии 70 тысяч, пожилых несколько сот тысяч, детей, по-моему, тоже несколько сот тысяч, поэтому это вопрос слишком большой. А что касается инвалидов, то инвалиды очень разные. Почему-то у людей такое мнение, что вот раз жилой комплекс колясочников, то в этом комплексе обязательно должны жить все инвалиды. На самом деле здесь места для всех не хватает, и здесь только 83 семьи живут. Есть еще такой стереотип, что у нас здесь какой-то там дом-интернат. На самом деле это обычный жилой комплекс, с единственным отличием, что мы не можем наследовать наши квартиры, в которых мы живем. Очень много людей с инвалидностью пожилого возраста, таких людей свыше 50%. И жизнь, конечно, их легко не назовешь. И вот все, что мы можем делать в нашей общественной организации, это создавать безбарьерную среду обитания для них, чтобы они могли подниматься с помощью перил, чтобы были лифты, чтобы были пандусы, чтобы бордюры не были высокими, в местах пешеходных переходов. Да. Мне очень нравится спортсменка Ирина Батарова. Она молодая девушка, только что закончила юридический факультет БГУ, и она первая из инвалидов Бурятии, кто представляет нашу страну на Паралимпийских играх в Лондоне. Я желаю, чтобы она заняла достойное место на этих Паралимпийских играх.